Здравствуйте, меня зовут Ирина Дьяконова. Я преподаватель мультипликационной студии «Чудеса кино». Сегодня мы с вами будем рисовать нетрадиционной техникой рисования свечкография. Для этого нам понадобится бумага для акварели, кисточки номер 5 и номер 3, гуашь, простой карандаш и свечка. А будем мы сегодня с вами рисовать зимний пейзаж. Для этого берем лист бумаги. Начнем рисовать с деревьев. Одной линией рисуем ствол, длинные ветки и короткие. Для удобства, чтобы ребенок, свечка уже не видно, когда наносишь, поэтому изначально мы прорисуем карандашом. Если у ребенка уже хорошие навыки рисования и умения, то тогда можно рисовать без карандаша. Так, и второе. Два дерева сегодня будем с вами рисовать. Так, теперь мы возьмем наш кусочек свечки и обведем тщательно ствол, где вы рисовали. Карандашом проведем свечкой. Свечку всего лучше использовать белую, прозрачную такую, чтобы воск накладывался ровненько. Каждую веточку прорисовываем. Кусочек свечки должен быть маленький, чтобы ребенку было удобно. Можно прорисовать дерево заранее, чтобы взрослый нарисовал. А ребенок, когда при нанесении краски свечка проявляться начнет, будет сюрпризный момент для ребенка. Можно так использовать. Вот мы нарисовали. Ну тут еще сделаем маленько снег свечкой. Встряхнем. Так, теперь нам нужна кисточка под номером 5. Начинаем рисовать с неба. Так как это зимнее время года, проводим линию, смываем и размываем водичкой. Где свечка, там у нас, видите, не закрашивается. Просто размываем краску водой. Переступаем к горизонту. Между небом и землей находится горизонт. Проводим линию горизонта белого цвета. Гуашь по структуре такая плотная, ее желательно водичкой разбавлять. Так, маленечко другого оттенка синего. Кисточка должна ходить ровно, слева направо, справа налево. Где была свечка, у нас остались непрокрашенные места. Таким образом, деревья у нас стали ярко выражены. Теперь мы даем немного нашему фону подсохнуть. Чуть-чуть. А теперь мы немного наберем на кисточку номер 3 черной краски и нашу березку прорисуем. Можно заходить прямо на свечку. Свечка оттолкнет воду и краску. Линия получится более тонкой. Каждую веточку прорисовываем и дорисовываем мелкие веточки. Обращаем внимание, как мы рисуем кончиком кисточки. Обязательно. Не все кисточку, а кончиком кисточки. Так, наши березки готовы. Теперь, так как это зимнее время года, мы добавим немного снега. Припорошим наш пейзаж. Использовать будем технику тычок. Кончиком кисточки делаем точечку. Вот, наш зимний пейзаж готов. Такую технику вы можете использовать как сюрпризный момент, заранее подготовив рисунок. С вами была Ирина Дьяконова. До свидания.